Для меня пчеловодство – это какая-то вот философия. Когда я сюда прихожу, я вообще забываю обо всем на свете. Вот есть вот эти горы, вот эта красота, это природа. Может быть, живя в городе, мы не замечали вот этой красоты. Когда я утром просыпаюсь с восходом солнца, я вижу эту росу. Это до такой степени красиво. Это то, что нам послано Всевышним, природой. Пчеловодство вообще это такая отрасль, что она не стоит на месте. Пчеловодство уже не то, которым занимались наши дедушки. Оно давно шагнуло вперед, оно развивается, происходит, идет селекция этих пчел, выводятся новые породы, ищут какие-то новые методы, придумывают какие-то новые способы, чтобы облегчить этот труд, потому что на самом деле это не легкий труд и далеко не женский, конечно. Все мы знаем, что пчелиная семья состоит из матки. Также у них есть рабочие пчелы, они тоже женского пола, они добывают пыльцу, добывают мед, приносят нектар и тем самым не дают погибнуть семье, ищут какое-то пропитание, ухаживают, чистят. Есть пчелы-охранники. Они охраняют свою семью от каких-то чужих пчел. У них есть пчелы, которые собирают воду, летают за водой. Есть, которые летают только за нектаром. У них есть пчелы воровки. Они могут разведывать, где в округе есть слабые семьи. Также у них есть пчелы-разведчицы. Пчела-разведчица вылетает, осматривается, в каком месте находятся они, что есть рядом, где источник воды, где источник пыльцы, где источник нектара. Потом она прилетает в улей, и она передает эту информацию с помощью танца. Также у них есть трутни. Трутень выполняет в основном только функцию оплодотворения. Он практически ничего не делает, он не приносит никакой пользы, он даже не кусает, у него нет жала, его кормят пчелки рабочие, они его чистят, они его сами кормят своими зобиками. Есть, допустим, пчелы, которые окружают матку. Это называется свита. Они также чистят эту матку, кормят, она сама ничего не может делать. Есть проблемы тоже у пчеловодства. Сейчас идут отравления, многие жалуются. В этом мире очень много жалоб, что используются очень сильные пестициды, химикаты, пчелы погибают массово. Находиться в радиусе нескольких метров на пасеке очень полезно, потому что пчелы создают какое-то электромагнитное поле, которое благотворно влияет на организм человека. Это специальное приспособление, называется дымарь. Здесь мы разводим дым и немножко обдаем при осмотре семью дымом, чтобы их немножко присмирить. Вот эта рамка медовая. Вот так выглядит зрелый мед. Они закрывают соты восковыми крышечками. Таким образом они консервируют мед, чтобы он не пропадал. Плод – это ячейки, они немного выпуклее, чем обычный расплод. Из него вылупляется, кстати, мы видим рождение трутня. Вот он выходит. Он будет выглядеть таким толстеньким, упитанным. Так выглядит матка. Это самое главное. Она руководитель в семье. Она продолжение рода семьи. Если матка по какой-то причине погибла, то такая семья обречена на гибель. Качество меда зависит от тех трав, которые они принесли этот мед. Допустим, есть такая трава, очень много сажают ее, называется рапс. Она очень рано цветет, и пчеловоды выезжают на этот рапс, чтобы получить хорошее развитие семей. Естественно, они какой-то приносят нектар и получается мед. Но он считается не очень таким высококачественным. Есть горный мед, который пчелы собирают с горных трав. В нашем регионе, допустим, получается мед более высокого качества, потому что у нас здесь горы, которые создают определенный климат. Качество меда также зависит и от почвы, на которой растет
растут травы, от влаги. У нас растет здесь два вида шалфея. Есть шалфей мускатный, очень такой у него запах резкий, такой он маслянистый, прям его когда рвешь, руки как масляные. Есть метельчатый шалфей, вот, кстати, вот он растет, здесь еще доцветает. С него получается такой красивый мед с таким зеленовато-оливковым оттенком и очень вкусный. Здесь вот в маленьких сотах выращиваются молодые матки. За сезон проходит несколько циклов. Здесь небольшая горсточка пчел, которая занята только тем, что она выращивает весь сезон молодых маток. Мы делаем на основной пасеке специальную прививку. Прививка — это не значит укол пчелам. Прививка — это когда мы прививаем личинок, с которых потом получаются маточники. Эти маточники мы подклеиваем сюда вот в соты, и через несколько дней вылупляется, рождается молодая матка. Здесь она проходит облет. Здесь вот имеется отцовская семья, в которых выращиваются только трутни. Они оплодотворяют здесь эту матку на этой территории.